Живой памятник героев войн 20 века. Так называют аллею памяти в Парке Победы. Начиная с 2012 года здесь высажено около 200 деревьев, и с каждым годом их количество растет уже без участия организаторов акции. В какое-то другое время люди приносят свои саженцы, кто-то сирень, вот там уже можно увидеть тополя, и рядом располагает табличку с именами и фамилиями. Уже 4-й год подряд участвует в акции Елена Прудникова. Приехала из Санкт-Петербурга на военно-спортивные сборы кадетских корпусов «Союз. Наследники Победы». На сборах кадетам читает лекции по истории. Думаю, что нужна любая акция, которая напоминает о нашей истории. Потому что сейчас молодое поколение уже, извините меня, не знает, кто такие партизаны, не знает, кто такой был Кутузов. Поэтому любая акция во благо. Второй, Серединцев, третий. Во благо и спортивные мероприятия. В оздоровительный лагерь «Байтик» приехало 400 кадетов со всех уголков страны. Ребят поделили на 10 команд, и теперь они борются за звание лучших. Отбой в 11, а подъем уже в 6:30. У ребят очень насыщенные дни. Сегодня соревнования по метанию ножей. Мария Кондратьева из Чувашии с упорством борется за свою команду. Конечно же, первое. Чтобы первое получить, нужно много усилий. У нас цель, и мы хотим этого добиться. Мы привыкли, что мы самые лучшие. После метания команды строем отправляются на следующую точку – пейнтбол. Здесь все просто. 10 представителей от каждой команды должны уничтожить своего противника. Цель сбора – сплотить детей. Именно понять, что они не по одному сильные, а сильны именно в коллективе. Самое интересное, что будет, это марш-бросок, где ребята реально смогут показать, как они сплотились. 3 километра с девочками, с автоматами. На сборе очень большой пласт интеллектуальной и образовательной подготовки. Ребята соприкасаются с людьми-легендами не по телевизору, не через прессу, а вживую. Почетные гости не просто присутствуют на сборе, а ведут мастер-классы и передают свои знания. Ленар Гинатуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.